Здравствуйте, в эфире программа «Лига чемпионов». Несмотря на то, что Олимпиада уже закончилась, внимание прессы и поклонников к ее победителям не ослабевает. Вот и мы сегодня решили встретиться с олимпийским чемпионом по боксу Рахимом Чехкиевым и узнать, насколько же это трудный путь к вершине Олимпа. Рахим Чехкиев родился 11 января 1983 года. Весовая категория «Первый тяжелый вес». Рост 183 сантиметра. Боксом начал заниматься в 12 лет. Победитель чемпионата Европы среди молодежи 2001 года. Двукратный победитель зимнего чемпионата России «Олимпийские надежды». В сборной России с 2005 года. Финалист чемпионата России 2004, бронзовый призер чемпионата России 2005, бронзовый призер чемпионата России 2006. Первого серьезного международного успеха в составе сборной добился в 2006 году, став победителем Кубка мира. В этом же году выиграл чемпионат мира среди военнослужащих и был признан лучшим боксером турнира. Место первого номера сборной весовой категории до 91 килограмма завоевал для многих неожиданно, выиграв в финале чемпионата России 2007 года у фаворита турнира Романа Романчука и завоевал право выступить осенью на первенстве мира в американском Чикаго. На чемпионате мира Рахим выступил успешно для дебютанта, выиграв серебряную медаль и право выступить на Олимпиаде. На играх в Пекине завоевал золотую медаль, победив в финале итальянца Клименте Руссо 4-2. Закончил Институт экономики и права, мастер спорта международного класса. Рахим, расскажи нам, с чего начался твой поход в мир бокса? Мир бокса, пожалуй, простое увлечение, простое желание заниматься каким-то физическим трудом, выбросом адреналина, что ли. Именно то, что я выбрал бокс, это не было каким-то случайным выбором, это просто в том регионе, где я жил, там больше и не было рядом места, чтобы заниматься другими видами спорта. Альтернативы у тебя не было, да? Нет, не было, да. Я занялся боксом. Мне нравится этот вид спорта, воспитывает хорошие мужские качества, силу воли. А сколько лет начал заниматься? Боксом я начал где-то в районе 14 лет. 14 лет. То есть 14 лет это нормально, это не поздно, да? В 14 лет приходишь и начинаешь бить грушу. Каждый для себя выбирает. Можно и в 8 лет начать заниматься боксом, можно и если случай, что и в 20 лет добивались хороших результатов. Я для себя пошел в 14 лет, да, на бокс. Но до этого я также занимался физкультурой, занимался карате, пробовался. А ты помнишь свою первую победу? У меня было, да, конечно, первые свои победы я помню. Это были на уровне республик победы мои, потом на уровне России, да, потом международные. Все по нарастающей, так шло постепенно, не сразу. Что ты такое запоминаешь, что такая победа, которую ты осознал, что это победа? Первый большой такой, запомнившийся мне мой успех, это победа на первенстве Европы по молодежи в Боснии и Герцеговине в 2001 году. Тогда я завоевал золотую медаль на этом первенстве и также получил кубок за лучшую технику там. А бывали мысли такие, что бросить его? Да, были такие мысли на самом-то деле. Бросил, заклинился на мысли о том, что давай брошу, зачем мне это нужно, да, как это тяжело, как это непросто все. Но потом все-таки, отдохнув пару дней, все равно стремился в зал, ощутить тренировочный процесс и общение с ребятами. А потом по нарастающей пошло, и уже в 2007 году у меня был громкий успех, победа на чемпионате России по мужикам, по взрослому. Мужикам это уже... По взрослым это с 18 лет уже и выше. Тогда мне уже было 24 года. А как в разной весовой категории? Не весовой, а возрастной категории? Я выступал 81 килограмм. По взрослому я уже перешел в более тяжелую весовую категорию 91 килограмм. И закрепился хорошо. Было такое, что тебе 18, а против тебя выходит дядька, которому уже 30 лет? Было такое? Да, были такие случаи. Страшно? Знаешь, что они будут поопытнее, и... Да не сказать, что страшно, это...
Это как бы твоя работа, ты вот занимаешься, шлифуешь свои комбинации, свои удары, свои наработки. Это как бы твоя работа. И как ты ее сделаешь, хорошо или плохо, удачно или неудачно, вот это зависит от многих факторов. Как бы циклический, да, вид спорта, бокс. И как бы надо знать, где... Вот мы боксеры, вот, если да, мы будем качаться много, да, чересчур, то у нас пропадет резкость, да, допустим. То есть координация, она тоже надо... Бывают упражнения наши и на координацию, и йогой даже занимаемся. Вот к Олимпиаде, допустим, как мы готовились. Вот у нас заранее все было запланировано. Вот. Мы прошли до Олимпиады 3 сбора больших. Это бегали в горах, занимались, там, тренировались, силовые, более силовые такие упражнения. Вот. В Кисловодске у нас были сборы, там тоже мы хорошую прошли физическую, тактическую, техническую подготовку, стояли в парах с партнерами. Вот. Потом заключительный этап у нас был в Владивостоке. Там у тебя было такие ситуации, когда ты не хотел на тренировку и думал, все, сегодня не поеду. Придумал, что я заболел. Да, было. Было? Да. Такое было особенно в студенческие годы, когда, как бы, если ты еще и учишься, как бы, после учебы, как бы, и так утомляешься на учебе, потом еще на тренировку надо ехать, как бы, это было утомительно. Да. Да. А как, что придумал, что говорил тренер? Что придумал? Да ничего не придумал, в принципе, ничего. Ну, там заболел, наверное. Ну, или заболел, задержался, когда уже вообще не знаю, что придумать. Задержался на занятиях, там, еще. Ну, у меня это редко было, очень, это в исключительных случаях, это очень редко было. Действительно, я, сколько себя помню, был стабильным спортсменом, стабильно ходил на тренировки, занимался. Рахим, расскажи, наверное, самое главное, что хотят услышать наши телезрители. Ну, я так думаю, что это действительно есть о чем рассказать. Олимпийские игры в Пекине. Каково это услышать российский гимн, получить золотую медаль? Ну, это огромная радость. Это ты понимаешь, что тобой гордится вся страна. Ты стоишь на высшем постаменте, как бы, в пьедестале, и на тебя смотрит весь мир. Как бы, ты это ощущаешь. Ну, какие эмоции вообще испытывает спортсмен, вот, когда поднимается флаг? Вот, конкретно что-то было такое в голове, в мыслях? Что-то определенного нету. Просто, как бы, огромная радость за страну, за свою республику, за своих земляков, за всех нас, россиян, что вот есть чем гордиться, есть чем гордиться таким достижением. И как бы не все сложилось удачно, конечно, у нас в команде, но и особенно были отрады наши победы. Особенно к концовке Олимпиады они пришлись. И особенно приятно, что мы все-таки опередили Англию по количеству золотых медалей. И что мы как бы внесли свою лепту в это. И я сегодня очень рад. И тем людям, которые оказались рядом, которые тренировали моим тренерам. Это Руслану Чапанову, Яковлеву Филиппу, Александру Борисовичу Рюбзаку. Вот. Что они все-таки вселяли в меня уверенность и настраивали на победу.